Страшная ошибка Лукашенко. Трамп может сжечь дотла Путина, если тот оступится, пишет западная пресса. А в Казахстане граждане массово высмеивают чиновников из-за штрафов за прогрев авто в мороз. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Всего несколько месяцев до завершения войны в Капитолии на инаугурации Трампа присутствовал представитель Зеленского. О чем договорились? Лукашенко бежал из Белоруссии. В сети появилось видео задержания. Кто снял кадры для видеоклипа и почему Лукашенко боится потерять власть? Робопсы покоряют ледники. Китай испытывает своих роботов в условиях экстремальных морозов. Для чего? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Ожидание результатов просто невыносимо. Именно так с сарказмом в Польше реагировали на так называемые выборы президента Беларуси. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил следующее. Кстати, пожалуйста, не называйте Лукашенко последним диктатором Европы. Это несправедливо. Путин уже обогнал его в воровстве, репрессиях и военных преступлениях. Результат предопределен, ранее заявляли в Европарламенте и США. У Лукашенко же на протяжении воскресенья отчитывались о невероятной явке, несмотря на то, что участки были практически пусты. Сгоняли, как правило, бюджетников. Тем временем в Варшаве накануне прошла массовая акция белорусов, которых Лукашенко лишил права голоса. Напомню, что за рубежом не было открыто ни одного участка. А зачем, если Лукашенко фиолетово? В Демсилах Беларуси назвали происходящее в республике издевательством над процедурой выборов и самой идеей выборов, а также над народом и международным сообществом. О том, как долго еще Лукашенко готов издеваться над белорусами, мы поговорили с главой Народного антикризисного управления Павлом Латушко. Лукашенко в этой жизни любит больше всего власть. Это его наркотик, который обеспечивает его существование на этой земле. И самое последнее, от чего он откажется, именно от власти. Лукашенко можно унести вперед ногами или вынести с этой должности. Мы должны понимать, что наша стратегия борьбы должна основываться на, с одной стороны, лишении субъектности Лукашенко международной, с другой стороны, нам важно уменьшать его субъектность внутри страны, по крайней мере в восприятии белорусов, что он законный представитель хотя бы во внутренней политике. И здесь он совершает, кстати, колоссальную ошибку. Нарисовав 90% себе голосов в результате, он как раз-таки покажет весь этот обман и свою алчность белорусам. Второе направление – это добиваться ответственности Лукашенко, потому что невозможно себе представить свободный народ, над которым сидит бандит, совершивший огромное количество преступлений в отношении этого народа. Но это одновременно и элемент влияния на внутреннюю политику. Потому что если Лукашенко получает ордер на арест, это значит у окружения, в дополнение к тому, что они видят стареющего, дряхлеющего диктатора, появляется понимание, что поддерживая его дольше, они садятся по очереди в поезд в направлении Гааги. Накануне в нашем телеграм-канале мы задали вопрос подписчикам, сколько процентов на этих фиктивных выборах нарисует себе Лукашенко, предложив 3 варианта. Меньше 80%, от 80 до 90%, больше 90%. Вот так выглядели результаты голосования на момент записи видео. Лукашенко сбежал из Беларуси в результате протестов. Таков сюжет клипа «Нехта» на песню «Гаагский трибунал», премьера которого состоялась накануне. Видео переносит нас в пока еще альтернативную, но уже совсем недалекую реальность, где события разворачиваются очень стремительно. Мы показываем, что бывает, когда законы природы и справедливости встречаются с теми, кто пытается им противостоять своими указами. Гаагский трибунал «Ветер северный» этапом из Дроздов зла немерено. Везет машина тяжкий груз. Таковы слова этой песни, которую исполняет основатель «Нехта» Степан Путила. Ссылку на клип «Гаагский трибунал» найдете в описании, либо же на канале «Нехта». Гаагский трибунал, ветер северный, этапом из Дроздов зла немерено. Везет машина тяжкий груз. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Агентство США по международному развитию в Украине получило распоряжение о приостановке финансирования абсолютно всех проектов. Об этом сообщают источники украинского медиа «Суспильне». Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. «Суспильне» ссылается на работника офиса USAID в Киеве, который утверждает, что пока еще сотрудники офиса не владеют информацией, как планируется реализовывать директиву и будут ли исключения. «Суспильне» уточняет, что агентство США по международному развитию в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы страны. В целом же украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, финансируемые за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования. Судьба Украины зависит от личных отношений Трампа с двумя ведущими участниками боевых действий – Путиным и Зеленским, а также от того, кому из окружения удастся завоевать расположение президента США и сформировать его понимание этого конфликта. Об этом пишет The Sunday Times. В материале говорится, что Россия возлагает большие надежды на президента Трампа. С ноября Кремль утверждает, что именно Трамп поможет Москве быстро завершить войну в Украине в свою пользу. Очевидной целью является сделка с Трампом по Украине, заключенная через голову Зеленского, который позволит России сохранить территории, которые она уже захватила, и не позволит Украине вступить в НАТО. Отчасти таким образом Путин надеется возродить дух Ялты времен окончания Второй мировой войны, когда великие державы в лице Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля встретились в крымском городе, чтобы разделить мир между собой. The Sunday Times также считает, что Путин не хочет мириться с суровой реальностью ослабления авторитета Москвы в мире и уточняет, что Зеленский также ведет сейчас борьбу и пытается заполучить внимание Трампа. По словам собеседников издания, у Путина и у Трампа хрупкое самолюбие, и в окружении Путина сейчас переживают за его будущую встречу с республиканцем. Ведь Путин может переступить некую черту и заставить Трампа почувствовать себя униженным. Такое событие привело бы к эффектным последствиям. Если спровоцировать президента США, то он может, далее цитата, «сжечь вас дотла просто чтобы преподать урок», уточняет издание. План Зеленского убедить Трампа поддержать войну против РФ. Издание Independent пишет, что Киев может быть услышан Вашингтоном, ведь на инаугурации Трампа присутствовал близкий соратник Зеленского – Давид Арахамия. Это лидер фракции «Слуга народа». Автор материала уточняет, что люди, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников Зеленского на почетном месте на инаугурации 20 января. И украинский депутат был одним из немногих иностранных чиновников, которых допустили в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за мороза в Вашингтоне. Среди других чиновников были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони. Independent пишет, что Трамп, вероятно, ведет двойную игру со своими планами по завершению войны между Россией и Украиной. Подход Трампа, похоже, отражает разногласия внутри его администрации по поводу войны и того, сколько поддержки заслуживает Украина. Тем не менее, среди его многочисленных смелых заявлений на мировой арене, Трамп ставит цель завершить войну к весне. Ранее западная пресса писала, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней. У Келлога есть план, но переговоры будет контролировать сам Трамп. В Украине же сделали резкое заявление о завершении войны. Никаких мирных планов за 100 дней в медиа не существует в реальности. Под этим прикрытием скрываются лишь вбросы, которые чаще всего легализуют россияне. А как вы считаете, как быстро можно закончить войну и что для этого необходимо в первую очередь? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Сирийские беженцы хотят вернуться домой. Желающих рекордное количество по сравнению с данными прошлых лет. В ООН утверждают, что 30% из миллионов беженцев, которые при этом проживают в странах Ближнего Востока, хотят вернуться на родину уже в следующем году. Такое желание возникло, конечно же, после того, как в конце 2024 года в Сирии пал режим диктатора Башара Асада.
Мы видим, что многие люди возвращаются. С 8 декабря в страну вернулось около 200 тысяч беженцев из соседних стран. Также 600 тысяч внутренне перемещенных лиц также вернулись обратно. И помните, когда здесь, в Сирии, произошла смена правительства, уже тогда мы зафиксировали возвращение 300 тысяч сирийцев из Ливана. Уже очень много людей вернулось в страну после долгих лет изгнания, и потребности у них большие. Очень большие. В ООН говорят, что Запад должен снять санкции с Сирии, и это позволит привлечь инвестиции в страну и увеличит количество рабочих мест. Напомню также, что после падения режима Асада страны Европы временно прекратили предоставлять убежища сирийцам. Новый мем и тренд среди казахстанцев. Граждане массово в своих соцсетях высмеивают решение чиновников, которые решили, что водителей, которые прогревают свои автомобили во дворах жилых домов дольше 5 минут, стоит штрафовать. И штраф не маленький, сразу $35. Люди же доказывают, что 5 минут прогрева совсем недостаточно, учитывая то, какие стоят морозы, особенно в северных регионах страны. Одним из тех, кто поддерживал идею штрафов, был министр экологии Казахстана Ерлан Нысанбаев. Он считает, что этого времени достаточно для прогрева авто. Тема такого скоростного прогрева машин сейчас одна из самых обсуждаемых. В Казахстане об этом пишут местные СМИ, не только. Шутки вышли уже далеко за пределы республики. Водители снимают шуточные видео в ТикТок. Известно также, что после шумихи в соцсетях прокуроры отменили штраф за прогрев автомобиля дольше 5 минут, который наложили сотрудники полиции на жителя Северо-Казахстанской области. Китайский робопес покорил Антарктиду. Шестиногое умное устройство успешно прошло испытание в лютый мороз, в снег и на льду, неся при этом на своих 6 груз весом до 100 килограммов, отмечают разработчики. Чтобы лапы не замерзли, для собаки-робота создали специальные ботинки, которые не дают возможности скользить и при этом выдерживают температуру в минус 40 градусов. Ко всему, несмотря на мороз, китайская разработка способна выполнять задачи на протяжении 6 часов. Такую морозостойкую железную собаку можно использовать для транспортировки материалов, поиска трещин на льду и, как итог, обеспечения безопасности экспедиций. Одной из главных забот экспедиционной команды является безопасность. При ходьбе по поверхности льда ледяные трещины остаются невидимыми, что создает серьезную проблему для людей и транспортных средств, исследующих полярный внутренний район. Еще одна важная задача робота-собаки — нести детектор ледяных трещин и возглавлять команду. Это гарантирует, что участки, которые он пересекает, свободны от трещин и безопасны. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.